Чем дальше от Махачкалы, тем величественнее и круче горы. Ирганайское водохранилище, наполненное быстрыми водами Аварского Кайсу, впечатлило всех. Не смогли проехать и мимо Гимринской башни, одного из образцов оборонительных сооружений горцев Дагестана, который расположен недалеко от села Гимры Унцукульского района. Интересно, что в 1832 году с нее спрыгнул будущий имам Шамиль, спасаясь от царских отрядов. Говорят, что барон Розен, после того, как ему донесли об этом событии, сказал: «Этот мальчишка со временем наделает нам много хлопот». Его слова оказались пророческими. Впереди была Кавказская война, длительная осада и штурм Ахульга, что в переводе с аварского «тревожная» или «набатная гора». Все задаются вопросом, почему, говорит, было именно выбрано вот это место для вот этой битвы. Ну, они знали все равно, что царские войска прибудут сюда, потому что в 1937 году это селение, родина матери имама Шамиля, Бахуми Седо, его мать звали имама Шамиля, мать Бахуми Седо. Она жила здесь, но вышла замуж за гимринца, за Дингаса Мухаммада, и переселилась туда, в Гимрах. И, конечно, они жили там, имам Шамиль и семья. Но в 1937 году, говорят, когда генерал со своими войсками прибыл сюда, в селение Ашильта, они сожгли полностью все село, а все ашильтинцы были, говорят, переселены вот на этот холм. Здесь, говорит, легче было обороняться, поэтому все женщины, дети, говорит, были переселены сюда. Поэтому ее называют Старая Ахульго, вот этот холм. А вот этот холм, где надпись Ахульго, называют Новая Ахульго. Потому что уже в 1939 году они решили, говорит, имам Шамиль и его муриды, оборонить вот это Ахульго и вот эту скалу. Она называется Сурхаева башня. Турецкий историк Албай Яшар писал: в мировой истории не было такого великого полководца, как имам Шамиль. Если Наполеон – это уголь войны, то имам Шамиль – огненный столб войны. Русские генералы, воевавшие против Шамиля, достойно оценили соперника. Великие богословы прозвали имама шестым праведным халифом, считая, что после Умара ибн Абдул-Азиза в истории не было такого имамата, где так в совершенстве соблюдались бы шариатские правила. Алимы говорят, что газаваты имама Шамиля были подобны газаватам пророка, мир ему и благословение Аллаха. И ему так же, как и посланнику, саллиллаху алейхи вассалям, пришлось совершить хиджру в Медину. Мирза Хадрат Сиражиддинов – это уроженец нашего Баймакского района. Это очень уважаемый человек, он в данный момент занесен у нас в 100 деятелей Республики Башкортостан, очень великий религиозный деятель. В Шамильский район мы приехали не случайно. Творческой половине нашей группы, руководителям Сибайского башкирского государственного театра имени Арслана Мубарякова Ильнуру Абдрашитову и Ренату Сафитинову, нужно было обговорить детали предстоящих гастролей на сцене районного дома культуры. Спектакль «Аулия», посвященный жизни мюрида Зайнулы Расулева, славного целителя Мужавира Сиражиддинова, за 3 года собрал рекордное количество зрителей в нашей республике. Эту постановку дагестанскому зрителю предстоит увидеть 4 раза. Хотелось бы, конечно, в итоге взаимное сотрудничество, потому что культура, значит, Башкортостана, культура, значит, наших народов, значит, имеется в виду Шамильского района, горцев, чтобы наши потомки могли, значит, представить, где, каким образом, где живут, значит, наши башкирские братья, значит, каким обычаями, в какой культуре живут и, значит, горцы в Дагестане. Это было бы, конечно, очень прекрасно, и поездить друг друга, и, значит, и сотрудничать для будущего поколения. Да, у нас общее, в первом случае это религия, а в остальном тоже гостеприимный народ. Везде рады нас встречают добрыми словами, любую поддержку оказывают. Были тоже на приеме у министра национальной политики Дагестана. Тоже он окажет поддержку, потому что театр, Сибайский театр едет в Дагестан впервые. Я думаю, что с Башкортостана едет впервые. И этот культурный обмен, он должен состояться, чтобы мы приехали к ним, они приехали к нам. И мы вот пока закладываем кирпичики, фундамент вот этого всего, чтобы в дальнейшем мы обменивались культурой.
Пророк Мухаммад, да благословит его Творец и приветствует, сказал: «Человек перенимает веру своего халиля, то и пусть каждый из вас посмотрит, кто является его халилем». Халиль – близкий друг. Надеемся, что фундамент дружбы, который был заложен в этой поездке, будет крепким, плодотворным ради Всевышнего. Чтобы было счастье, значит, во всех семьях, всем мусульманам, чтобы они, значит, почитали и уважали свою религию, и эту религию использовали, как написано в Коране, только для, значит, целях, чтобы, значит, воспитать будущее наших детей, наших будущее, значит, наших республик. А там в Коране ни одного слова, конечно, значит, не написано, что, которые мы не должны не исполнять, не соблюдать. Поэтому это от Всевышнего, поэтому, конечно, я уверен, что и в Республике Башкортостан, и в Дагестане, и в других мусульманских республиках, значит, только хорошие вести своим поведением, своими мыслями, своим делом, чтобы мусульмане всегда показали пример другим религиозным народам. Дорога по селениям Гидатля расположена в самом живописном уголке республики. Мы поднимались все выше и выше. Нас привезли на территорию детского спортивно-оздоровительного лагеря имени Расула Гамзатова. До первого заезда оставалась неделя, поэтому все были заняты делом, готовили площадки, корпуса. Как оказалось, это благодатное место реализации проекта жителя села Мычада шейх Магомеда Шамилова, удивительного человека с большим сердцем. То, что человек создает на этой земле, она остается всегда. А для детей, что создается, она вдвойне лучше даже. Понимаете, как получается? Есть слова пророка нашего Мухаммада, да? Он сказал, значит, рука, погладившую голову сироты, никогда не коснется муки ада. И поэтому хочу всегда погладить голову наших сирот. Хочу быть им отцом, хочу быть благодетелем этим людям, понимаете как? Я знаю, что такое сиротство. Я знаю, как им трудно будет. Я знаю, как они гордятся и как им будет приятно, когда взрослые люди их немножко относятся к ним вниманием. Понимаете как? Вот единственная цель моя. И вот сейчас тоже вот 264 путевок мы выставили на торги Министерства образования. Из них мы попросили у них, чтобы 100 хотя бы путевок было именно сиротам. Людям, оказавшимся вот в тяжелой ситуации. Ну пусть будет маленький, да? Маленький пусть будет. Радость жизни ихней. Занятия спортом на высоте 1800 метров над уровнем моря, чай из целебных трав, парное молоко, прогулки на лошадях, а главное – познание общения и дружбы в лучших его проявлениях. У нас шикарный мечеть, там все условия есть. У нас очень хороший муалим есть, там, который учит их, да, который учит, ну, понимаете, духовно она должна сопровождать человека, понимаете, как человек, который имеет духовные силы, которые имеет, он никогда не будет пьяницей, да, никогда не будет тунеядцем, никогда не будет там людей, которые обижают, да, грубияном, никогда не будет, он будет послушным. Наша цель не является, что детей заставляли там 4 или 5 раз молиться там или там насильно их заставлять. Ну, показывая красоту нашей религии, наших отношений, мы должны этих людей воспитать, и они, чтобы сами к нам приходили. Мне 70 лет, я каждый день 14-15 километров до селения, я никогда на машине не езжу, постоянно хожу пешком. Всевышний дал такой, ну, вид, как, ну, больше 100 человеков надо, есть семья, есть хорошая мечта, понимаете как? Если даже если нет копейки, если этот проект нам не принесет, ну, мечта, когда человек забивает, это же радость, понимаете как? Другое что надо человеку, ну что, этой жизни еще что нужно? У нас все есть, да, скажем так, есть мечта, есть люди, есть дети, есть кому это все посвятить, есть наша Родина, да, которую мы очень любим все. В древней части села Тлях сохранились старые дома с резными рисунками на стенах и стертые до блеска валуны в Гадыкане. На скалистой горке сохранилась первая мечеть этого поселения. В конце 16-го, начале 17 века она
историко-культурный, архитектурный памятник нашего района входит в состав федерального значения. Этот Гудекан, это Гудекан, который вот перед мечетский Гудекан, который собрались все жители этого села. Здесь же дом предков имама Гази Магомеда, старый дом этого бывшего наиба этого села. Здесь была принята ислам в начале 16 века в Гидатлях. А там есть в Мачада такой камень, который надпись, на котором написано, что такого время был принят ислам в Гидатлях. Один из первых мечетей нашего района, Шамильского района, это село Тлях. Это родина выдающегося арабиста, София, ученого Хамзат Афанди, Тляхского. Он неоднократно посетил на этих камнях, Гудеканы, неоднократно посещал этот мечеть. Дай Бог, чтобы всем баракат от него было. Ни один камень вот, в течение 10 лет не упал ниоткуда. Но если было бы вот, возможность, чтобы перекрыть их, было бы, конечно, хорошо. Но нет возможности, старые, они построили свои дома на другой стороне села, вот поэтому не от хорошей жизни, наверное, они перешли на другую сторону, это узкое место, вот, такое вот, и воды нет, очень мало воды здесь, поэтому они перешли в другую сторону, но их тоже не хотим видеть, но все-таки этот исторический память, этот драгоценность, этот, можно говорить, сердцевина Гидатля. Аллах в Коране говорит: Он поместил на земле незыблемые горы, дабы они не колебались вместе с вами, а также реки и дороги, дабы вы могли идти верным путем. Сура Пчелы, 15 аят. Всевышний создал горы как остов земли, религии, любви к творениям Аллаха. Несмотря на политический строй 20 века, в Дагестане продолжали соблюдать и обучать канонам религии, как когда-то обучали столпам ислама праведные сыновья башкирского народа Зайнулла Расулев и Баязид Хайруллин.